Верне салем! Всем привет! Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Уже везде проводятся корпоративы, и я решила записать видео на эту тематику, а именно, как произнести тост на казахском языке. У меня уже несколько моих знакомых попросили написать им какой-то текст, помочь с их произношением, потому что они хотят поздравить свой коллектив на казахском языке. И я подумала, почему бы и нет, почему бы не записать такое видео, почему бы не предложить, не попробовать предложить на казахском языке все это. Все это будет в этом видео, поэтому досмотрите до конца. Начнем с самой обычной фразы «С Новым годом». Тут есть один нюанс в числе, то есть в казахском языке единственное или множественное число очень хорошо выражается именно в синтаксисе. Поэтому, когда мы хотим поздравить двух и более людей, то есть вы встаете на корпоративе и видите большое количество людей, вы говорите «Жаңа жылдарыңызбен», «Жаңа жылдарыңызбен». А если вы хотите поздравить одного только босса лично, вот подходите к нему и говорите «Жаңа жылыңызбен». Вот, запомните, «Жаңа жылдарыңызбен» — это множественное число, «Жаңа жылыңызбен» — единственное. Большое количество людей «Жаңа жылдарыңызбен», один босс «Жаңа жылыңызбен». Вот так. А если вы хотите поздравить с наступающим Новым годом, просто добавляйте два слова. «Келе жатқан», то есть дословно как идущий, да? «Келе жатқан» — идущий. «Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен», либо «Келе жатқан жаңа жылыңызбен». Теперь перейдем к пожеланиям. Вот подумайте, что бы вы хотели бы пожелать своим коллегам? Ну, хотя бы для приличия надо какой-то базовый список составить. И я этот базовый список составила. Это счастье, здоровье и так далее. Сейчас мы все это пройдем. Давайте сначала разберемся со структурой. Опять-таки тут роль играет, к какому количеству людей вы обращаетесь. То есть, если вы хотите пожелать счастья только своему боссу, вы говорите ему «Сізге бақыт тілеймін». А если перед вами множество людей, вы говорите «Сіздерге бақыт тілеймін». Вот тут я вставлю конструкцию, вообще структуру этого предложения. То есть «Сіздерге», точка, многоточие, «тілеймін». Вместо многоточия вы можете вставлять следующие слова. То есть сейчас будет список, и из этого списка вы можете выбрать и вставить. А также в описании к этому видео будет более такой развернутый список всего того, что вы можете пожелать своим коллегам. Давайте разберем несколько слов, которые вы можете вставить вместо многоточия. Например, бақыт – счастье. То есть «Сізге бақыт тілеймін». Желаю вам счастья. Ұзақ өмір – долгая жизнь. «Сізге ұзақ өмір тілеймін». То есть вместо многоточия вы просто берете и вставляете это слово. И все. А если вы хотите все это пожелать своим любимым коллегам, вы берете и просто по порядку говорите. Вот «Сізге бақыт, ұзақ өмір, қуаныш, байлық, табыс тілеймін». Вот и все. Все одним поездом, так сказать. Постепенно подходим к числительным. Они обычно вызывают сложность для изучающих. Сейчас вы не пугайтесь, я произношу на казахском языке, а потом мы разбираем каждое слово. Итак, 2025. 2025. Тут на самом-то деле все легко. То есть 2024. 2, 2000, 20, 24, 4. То есть порядок слов такой же, как и в русском языке. Нужно всего лишь сориентироваться. 2025. Ой, почему без? 2025, что ли? Нет. 2024. Боже, извините. 2024. Вот. 2024 будет 2024. Живу в будущем. Пока вы живете в 2023, я живу в 2024. А теперь давайте все соединим и сделаем один текст. Поздравляю вас с Новым годом, желаю вам счастья, здоровья и долгих лет жизни. Жаңа жылыңызбен құттықтаймын. Сізге бақыт, ұзақ өмір, денсаулық тілеймін. Вот и все. Тут появился глагол «құттықтаймын», потому что я тоже добавила глагол «поздравляю».
Вы можете не использовать глагол, а просто произнести как «жаңа жылыңызбен сізге бақыт, денсаулық, ұзақ өмір тілеймін». Тут нет какой-то огромной разницы. На этом мое видео подходит к концу. Хочу напомнить, что в описании будет список слов, которые вы можете использовать в качестве пожелания, а также примеры текстов для вашего тоста. С наступающим Новым годом! Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен сау болыңыздар!